Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. И наши новости. Майя пошла наконец-то на поправку. Появилось мочеиспускание. Вопрос о третьей операции снят. Аппетит отличный. Лечение продолжается. Девочка продолжает находиться в стационаре. Перенесла 2 тяжелые операции с большой потерей крови, поэтому нуждается в наблюдении врачей и продолжает принимать препараты. Еще пока не до конца. Можно расслабиться. Восстановить ее все-таки надо в стационаре. А наша капочка выписана из клиники. Продолжает пить антибиотики еще некоторое время. Приехала на передержку. Пока лечение продолжается, потом ее стерилизуем, и она поедет в семью к нашей подписчице Татьяне. Друзья, вот так едут наши переноски через реку Лену. Сейчас непонятное что-то с рекой, то она встает, замерзает, но по ней еще не могут ездить тяжеловесные машины, поэтому воздушные подушки. Но не всегда получается отправить даже на них. Поэтому проблема с отправками переносок из Москвы остается проблемой. У нас остро встал вопрос с переносками. От постоянного частого использования переноски ломаются, трескаются, но мы продолжаем ими пользоваться. Все равно стараемся бережно относиться, но, увы. Посмотрите, как латают их волонтеры. Каждая стоит денег. Залатанные, перелатанные. Скоро нас не будут пропускать такими в самолет. Надо покупать и надо заменять на новые. Надо обновить наш автопарк. Друзья, нам на переноске тоже нужна помощь финансовая. Помогите, пожалуйста, приобрести хотя бы еще штук 5. Чем больше мы приобретем, тем больше будет в обслуживании количество переносок. Нам всегда их не хватает. Забрали из ППЖ еще несколько хвостиков. Тех, кто совсем уже замерзал. Небольшие, гладкошерстные, в том числе Санта. Мы как-то показывали ее в ролике о поездке в ППЖ. Очень истощенная, рахитная девчуля. Забрали голубоглазого щенка.
конечно же, вывезли и Фусю, скелетик гладкошерстный. Как же они поджимают лапки, как им холодно. Не место им в ППЖ. Но не выдержало сердце, забрали мы их на платную передержку. Надо оплачивать. Всегда нужна ваша помощь. Друзья, не забывайте помогать. Волонтеры съездили и забрали на передержку Лиму. Беременная малышка. Забрали в тот же день, как увидели. Не выжить было ей на морозе. Околела бы где-нибудь под крыльцом. Ножки коротенькие. Встает на 2 лапки. Просится к человеку. Просится в машину, чтобы запустили. Поэтому забрали и ее. Удивительная девчушка. Удивительная. Друзья, и вот новая информация, свежая. Посмотрите, какое чудо привезли в ППЖ. Мамка с белыми щенками. Какое небесное снежное чудо. Как их спасать? Не знаю. Где передержать? Не знаю. Кто возьмется здесь, в Москве, принять? Это вопрос. Может быть, кто-то готов их спасти, приютить? Друзья, на все нужны деньги. На передержку там, в Якутске. Срочно, безоговорочно, обязательно. На самолет обязательно. Не оплатив, не вылетим оттуда. На переноски надо докупить новые и каким-то образом срочно отправить из Москвы в Якутск. Вся надежда на вас, дорогие подписчики и друзья. Время не терпит. Надо очень срочно, потому что времени до пассажирского вылета остается совсем мало. 1-2 дня. Очень-очень срочно надо. Вот 2 самолета. Их нужно оплачивать. Пожалуйста, кто сколько может. Помогите их вывести, а значит спасти. Когда едем забирать с ППЖ одних, а там рядом с ними сидят с такими жалкими глазами, лижут руки и тоже просятся. И если есть у нас средства, то мы захватываем еще и других. И получается, что едем за 2-3 собаками, а возвращаемся с 5-6. И у меня всегда дилемма: так забирать их или я не смогу оплатить? Тогда оставляем. Но останутся ли они до следующего раза там или их выпустят на мороз, я не знаю, гарантий нет. Поэтому если кто-то западает в душу, то надо их сразу забирать. Но надо, чтобы сразу же были и деньги для оплаты передержки. Друзья, пожалуйста, помогайте. Крик души, уже просто нет сил. Пожалуйста.